В Ингушетии создан оперативный штаб в целях предупреждения завоза и распространения коронавируса. Работает горячая линия. Приглашается на ковер Дерценцы. В регионе стартовало первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров. Расскажем о первом дне. К празднику готовьтесь серьезно. Подготовку к предстоящим праздникам сегодня обсудили на совещании у главы Ингушетии. Есть же такие дети, которые не хотят ту еду, которую мы им даем. Но я не могу себе позволить, чтобы ребенок голодный остался. Конечно, я подстраиваюсь и под детей тоже. Чем кормят малышей и где воспитывают, сотрудники Роспотребнадзора проверяют детские сады региона. – 19 марта в Москве выступят ансамбль «Ингушетия» и сибирский русский хор. Сейчас идут репетиции. Здравствуйте, это новости 24. Праздничные мероприятия, в числе которых концерты, ярмарки, театральные постановки и выставки, пройдут в Ингушетии в марте в честь 250-летия добровольного вхождения республики в состав России и 6-й годовщины воссоединения с Крымом. Об этом на совещании у Махмуда Калиматова сообщил руководитель Минкульта Тимирлан Зейтов. По его словам, культурно-массовые мероприятия пройдут во всех городах и сельских поселениях республики. В Назрановском ДК состоится праздничный концерт звезд эстрады и творческих коллективов Ингушетии «Вместе мы – Россия». В прилегающем к ДК парке Мальсагова будут организованы зоны для семейного отдыха, ярмарка народных промыслов, выставки, дегустация блюд русской и ингушской кухни. В столице от Аланских ворот стартует авто- и мотопробег. Обращаясь к участникам совещания, глава Ингушетии подчеркнул важность предстоящего праздника и ответственного подхода к его организации. Цитата. «Мы должны предусмотреть все. Провести необходимые ремонтно-восстановительные работы в учреждениях, в которых планируется праздник, обеспечить материально-техническую базу для его качественной подготовки и безопасного проведения. Быть готовыми к оперативному решению любых непредвиденных ситуаций. Это будет праздник для всех жителей и гостей республики, и торжества должны пройти на высоком организационном уровне». К празднику готовьтесь серьезно. Максимально привлекать жителей республики, предприятия, организации республики. Обращаюсь к всему правительству, ко всем главам. Это праздник наш. Он должен быть широко восприниматься за пределами нашей республики. Все надо для этого сделать, чтобы это было прочувствовано, понятно каждому. В Ингушетии распоряжением в Рио председателя правительства Владимира Сластенина создан оперативный штаб в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона. Сделано это для организации экстренного взаимного информирования обо всех случаях выявления у граждан России и иных государств признаков заболевания нового коронавируса, также требующих диагностики и последующего лечения. В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России на территории Ингушетии начала работу горячая линия по вопросам новой коронавирусной инфекции. По информации пресс-службы Минздрава региона, специалисты расскажут о симптомах и профилактике коронавируса. Разъяснят, как действовать при первых признаках недомогания. Телефон горячей линии 8 928 099 05 45. Работает в круглосуточном режиме. Беспрецедентные меры, предпринятые на время проведения первенства России по вольной борьбе, память Алихана Калиматова. Соревнования, напомню, проходят в Дворце спорта «Магаз» имени Берда Евлоева. Участвуют более 500 спортсменов. Поддержку болельщики вынуждены чувствовать на расстоянии. На трибунах зрителей нет, их потеснил коронавирус, точнее его угроза. Здоровье жителей в приоритете, отмечают организаторы. Зелимхан Калоев о первом дне турнира.
Приглашается на ковер А Дебценко. Противостояние атлетов на борцовских коврах начинается с традиционного сигнала рефери. С первых секунд встречи двух легковесов становится ясно – греко-римский стиль не для слабаков. Захваты ног, подсечки запрещены, поэтому технические навыки спортсмена отходят на второй план, уступая физическим данным, с чем согласен и Билал Казимагомедов из Республики Дагестан. Здесь на соревнованиях он представляет Ленинградскую область. Согласно правилам проведения соревнований, спортсмену засчитывается победа в случае отсутствия соперника на поединке по любым причинам. Так и Билал прошел в следующий этап. Здесь может только физикой бороться и выигрывать. Он извесился, не сгонял вес, из-за этого, получается, я прошел дальше в 1/8 и сейчас буду ожидать встречи. Атлету из Адыгеи на протяжении всего поединка сопутствовала удача, что и видно было в самом начале, когда юниор после захвата руки сразу же заработал 4 балла. Спортсмену 15 лет, 10 из которых посвятил схваткам на борцовских коврах. После долгой и изнуряющей молодой организм процедуры сгонки веса взял курс на вершину пьедестала. Я начал завязывать ему руку, он начал идти на меня, я сделал прием, потом мы поднялись и также взял руку и сделал прием и положил. На борцовский ковер следующим готовится выйти и Гусейн Гашимов в весовой категории до 42 килограммов, титулованный юниор, за плечами которого многократные победы на всероссийских чемпионатах по греко-римской борьбе. Меня в первый зал привел старший брат Арсеналий, и с тех пор я тренируюсь. Впрочем, пока атлеты состязаются, другие уже ведут самую настоящую борьбу с эпидемией. По словам Яхьи Шадиева, после прилета участников первенства еще вчера начались мероприятия по профилактике коронавируса. Сотрудники Роспотребнадзора уже успели осмотреть санитарное состояние местных гостиниц. По тем же соображениям запрещен вход и болельщикам. Здесь во Дворце спорта присутствует только персонал спорткомплекса и лица, сопровождающие участников первенства. Также проверим места их питания, какое питание им будет представляться, то есть, чтобы все это предупредить, чтобы отравления этого не было. И еще среди спортсменов была проведена профилактическая работа, то есть меры предосторожности для предупреждения распространения вот этой острой инфекции, вот, скажем, и гриппа, и, как мы уже известно, все на слуху, коронавирус, да, есть опасность, чтобы это все не допустить, были вот такие предупредительные меры были приняты. Как выяснилось, прием пищи участников соревнований на строгом контроле у сотрудников Роспотребнадзора. Наличие в столовой дезинфицирующих средств, отдельные мойки, соблюдение температурного графика хранения продуктов – обязательные меры, рассказывает Хава Чериева. Посуда, она обязательно должна мыться в 2 или в 3 секционной ванны. Обязательно наличие гибкого шланга, чтобы он охватывал обе мойки. После мытья посуда сразу вставляется на стойку. Должна соблюдаться поточность технологического процесса приготовления блюд. Впрочем, у самого входа в спорткомплекс зараза обречена на разоблачение. Здесь дежурят врачи и эпидемиологи. Только измерив температуру тела, можно пройти дальше в зал. 36,5 градуса – это норма. 37 и выше – уже повод для незамедлительного обследования. У нас проводится обследование, исследование на публичных мероприятиях, контроль за проведением дезинфекционного режима, контроль за поступлением наших спортсменов, то есть мы исследуем полностью температурящих, проверяем их медицинскую документацию. Стало ясно, здоровье спортсменов в надежных руках. Возвращаясь к спортивным баталиям, на трибунах только борцы. Среди них в зале сегодня нет представителей из Ингушетии. По словам президента Федерации спортивной борьбы, такова тренерская установка. Отвлекаться нельзя, только подготовка. 15 спортсменов у нас. Ну, мы, конечно, рассчитываем на 2 золота. Одно – это минимум, максимум 2. Подводка у нас была в спортклубе Ади Ахмед. Там у нас была подводка. Конечно, к соревнованиям уже нагрузки были снижены. Подводились, бегали, отдыхали. В хорошей форме ребята. И все условия для нас есть. Первый день соревнований богат эмоциональными встречами на коврах. Уже завтра спортсмены сойдутся за право выхода в полуфинал. Зелимхан Калоев, Адам Мирешков, Магомед Дидигов. Новости 24. Представители Роспотребнадзора выехали с проверкой по детским садам города Сунжи. Поступило несколько жалоб от родителей на скудное питание в дошкольных учреждениях и ненадлежащие условия пребывания малышей в помещении. Что удалось выяснить, узнаем у Светланы Томовой.
Почему наши дети голодают там? Я сама несколько раз была свидетелем плохого питания. Супы как вода, еле заметные кусочки курицы с несколькими макаронами. И это в течение полгода. Салатов же вообще не дают. Вот такое обращение появилось в просторах интернета. Женщина жалуется, что ее ребенка плохо кормят. Разобраться в этом вопросе взялись представители Роспотребнадзора, выехавшие с проверкой в дошкольное учреждение. В детском саду «Волшебная страна» 270 детей. Проверку начали со столовой. Сколько градусов хранится в холодильнике? Холодильник у Да. нас, где пробы стоят, у нас плюс 4, плюс 6. Это в морозильных камерах, минус 18 у нас. Сегодня самое пристальное внимание к продуктам питания, поэтому тщательно смотрят, чем кормят детей. Каши, салаты, компот первое и второе. Словом, здесь есть все, что может понравиться ребенку. Овощи, фрукты и другие компоненты еды хранят, как и положено, соблюдая все температурные режимы. У нас хранится вот здесь, вот они у нас пачечки, и вот такое нам оставляют. Вот поставщик. Документы, сертификаты все есть. Правда, у надзорных органов нашлось немало вопросов к перспективному меню, в котором не указана калорийность, и оно, как положено, не составлено на 2 недели вперед. Первое идет перспективное меню. По нему идет меню ежедневное. Затем идет меню раскладка. Но первое мне нужно перспективное, где расписаны белки, жиры, углеводы и калорийность. Вот что мне нужно. Это у нас, вы же видели? Это меню раскладка была. Вот жиры, белки, все это написано. Сейчас... Это раскладка. Это отдельная история. Она идет от ежедневного меню. До ежедневного меню идет перспективное. Еще одну проблему обнаружили на 3-м этаже. В некоторых помещениях имеется сырость, которую руководство сада никакими средствами вытравить не может. А проблема в том, что крыша протекает, ее пришлось латать своими силами. Но из-за отсутствия финансирования приходится все делать из подручных средств, что только на время закрывает проблему. 1,5 миллиона вот так, если все менять. А у нас объем большой, вы видите. Да. И рабочим надо платить, и за материал надо платить. И действительно там надо вот эти, вот видите, маленькие, вроде бы небольшие, да, залатали. Но вот именно через это место, через эти дыры, прям по щели просачивалась вот эта вода. И все это в группу. Проверке подвергся еще один детский сад под названием «Старт в будущее». Пожалуй, это дошкольное учреждение можно ставить в пример многим. Продукты питания здесь аккуратно разложены на полках в кладовой. По словам заведующей, они стараются давать детям все самое лучшее. Есть такие дети у нас, которые вот чисто подсолнечное масло тяхамёй не хотят. Не едят. Но, несмотря ни на что, да, я чуть-чуть нарушаю, потому что я хочу, чтобы они поели. Чтобы они поели. Есть же такие дети, которые не хотят ту еду, которую мы им даем. Но я не могу себе позволить, чтобы ребенок голодный остался. Конечно, я подстраиваюсь и под детей тоже. Это моя работа. Перспективное меню на каждый день также оказались в норме. Как отмечают представители Роспотребнадзора, такие проверки могут дать возможность на ранней стадии устранить различные нарушения. Проверили детский сад «Волшебная страна» и детский сад «Старт будущее» по городу Сунжа. Нарушения именно были выявлены по детскому саду «Волшебная страна», такие как не было представлено перспективное меню, расписанное по граммам, по калорийности. Также в ходе проверки было выявлено нарушение о том, что крыша протекает, то есть необходимо провести полный капитальный ремонт кровли. Крыша протекает, и на 3-м этаже температура ниже, чем на других этажах. И были выявлены ряд других нарушений требований санитарных норм. Как смогли убедиться надзорные органы, голословные обвинения в адрес руководства детского сада «Волшебная страна» в ходе проверки не подтвердились. А по тем незначительным нарушениям, которые были выявлены, будет выписано предписание об их устранении. Светлана Томова, Магомед Дидигов. Новости 24. Несанкционированная свалка была обнаружена госинспекторами земельного надзора на территории административной границы сельских поселений Барсуки и Верхние Чулуки при плановом рейдовом мероприятии. Около 3 гектаров земли были покрыты бытовыми отходами. Целлофановые пакеты от ветра разлетались в радиусе 1 километра. Изначально эти земли предназначались для нужд сельского хозяйства. Вопрос о нарушениях по скоплению мусора на этой территории поднимался каждый год на протяжении 8 лет. Свалку не раз устраняли, но жители поселений вновь загрязняют окружающую среду. Россельхознадзор Ингушетии разбирается в решении данной проблемы.
По данному факту нашим управлением сейчас будет проводиться административное расследование, в ходе которых будут сделаны соответствующие запросы при установлении собственников или арендаторов данных земельных участков. Нами будет составляться административный материал, будут приниматься штрафные санкции виновникам. То ли это будет администрация, может даже какие-то фермерские хозяйства здесь будут применяться штрафные санкции по части 2 статьи 8.7 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. 17 марта мы отметим дату единения Ингушетии с Россией. Прошло уже 250 лет. Мероприятия по случаю этой круглой даты проходят по всей республике. Так, в первой школе Сунжа организовали классный час, посвященный историческому выбору предков. Жаридат Халухоева расскажет об этом. Звуки российского, а следом и ингушского гимна слились сегодня в учебном кабинете Сунжинской первой школы. Они звучат голосами детей, которые, несмотря на свой возраст, ощущают всю торжественность и величие момента. 250 лет назад взаимным рукопожатием наш народ скрепил добровольное единение с великой державой. В горе и радости вместе едины, любовью к отчизне всегда одержим. Сплоченности нашей черпаем мы силы. Народы Кавказа навеки с Россией. Эти слова преданности и благодарности звучат от ребят в адрес предков, чей выбор определили их будущее на многие годы вперед. Сегодня у них есть возможность учиться и развиваться в собственной республике, у которой есть свои герои и древняя история. Наши мудрые предки делали выбор, положивший начало нового века в историю нашего народа. И вот уже 250 лет ингушский народ является неотъемлемой частью семьи народов России. Ингушский народ всегда был надежным другом и помощником России. Так было и в царское время, когда в охране правителя России служило рекордное количество ингушей. Эту службу ингуши продолжают и по сей день, теперь уже в рядах российской армии. Они не нарушают клятву преданности, данную предками еще в 1970 году. Благодаря этому у нас появилась своя конституция, флаг и герб, значения которых дети разбирали на сегодняшнем мероприятии. Флаг Ингушетии, какой смысл несет солярный знак на флаге Ингушетии? Так, пожалуйста. Солярный знак на флаге Ингушетии символизирует вечное вращение Солнца и Земли. Что такое федерация, как называется место, где они живут и какова их роль в жизни человека? Ответом на эти вопросы детей учат с 1 класса, так что застать врасплох не получилось ни одного из учеников. В нашей республике есть свой герб? Есть. Вот какой? Что он из себя представляет? Он представляет орла с раскрытыми крыльями, а в середине башню. И солнце, у которого вниз падает 7 луча прямых. Завещание прошлого поколения новому – сохранять и укреплять отношения с Россией и народами, живущими в ней. И эту волю старших предстоит исполнять дальше нынешнему молодому поколению, уверенно в школе. Именно поэтому сегодняшнее мероприятие проводится самыми маленькими учениками. Дети должны знать историю своих предков, что происходило и 250 лет, почему это все было. Потому что, как говорит народная мудрость, не зная прошлого, не может быть будущего, да? К этому событию и дате в школе относятся трепетно, ведь наши предки оставили нам самое главное – героическую историю, государственность и родную республику. Жаридат Халухоева, Марбек Мержоев, Новости 24. Агропромышленный комплекс «Сад-Гигант» продолжает подготовку деревьев к сезону. «Сад-Гигант» функционирует круглый год, однако сейчас один из самых ответственных периодов. Тысячи фруктовых деревьев необходимо подготовить и обработать в кратчайшие сроки. Совсем недавно завершилась масштабная обрезка деревьев. Сейчас же рабочие и техника трудятся над обработкой плодоносных деревьев специальным раствором. Вместо едких химикатов используют экологически чистый специальный раствор из белой глины. В первую очередь обрабатывают грушевые деревья, они больше подвержены болезни, и вредительницу медяницы. Это квартал 14, клетка 6, тут 5,44 площадь. Значит, против комплекса зимой же вредного организма работает. Работаем каолином, значит, где-то 50 килограмм на гектар. Значит, предварительно
У нас есть система защиты разработана, полностью вся система защиты на каждую культуру один разработанная. С учетом этой системы защиты, зональных особенностей, у нас есть совместная разработка системы, и мы придерживаемся этой защиты. Увидеть и запечатлеть. Воспитанники Назрановской художественной школы посетили музей краеведения имени Тугана Мальсагова. Для них была подготовлена экскурсия. Юным талантам рассказали о подвигах дедов и прадедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной. Познакомились с документами, показали письма солдат 40-х. Дана Плиева с подробностями. Без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Эта новость грянула для советского народа как гром среди ясного неба. 22 июня 1941 года ровно в 4 утра началась Великая Отечественная война, длившаяся 1418 дней и ночей. Долгожданный День Победы 9 мая 4 года приближали все советские солдаты, среди них и наши земляки. Их фотографиями пестрят стены музея краеведения. У каждого снимка своя история, полная непростых и трагических моментов. Экскурсию по залу Саида Шадиева начала с биографии последнего защитника Брестской крепости Уматгирея Барханоева. Он вышел из развалин, весь седой, слепой, израненный. Он был похож на старика, но ему было всего лишь 22 года. Когда немецкий переводчик спросил у него, кто ты, он с гордо поднятой головой ответил, что он советский солдат. И тогда немецкий офицер отдал ему по-русски честь. Ахмед Мальсагов, Шервани Костоев, Мурат Аздоев – это лишь несколько биографий из более 21 тысячи наших соотечественников, воевавших за мирное небо. Всем троим в 1995 году присвоено звание Героев Российской Федерации, но при жизни его получил только Мурат Аздоев. Во время Великой Отечественной он совершил 248 боевых вылетов, сбил 8 самолетов противника. Но в 1944-м такую же участь постигла уже его крылатую машину. Самолет упал, пробив толстый слой льда, озера, так как был январь месяц. Но при взрыве самолета он был тяжело ранен. Будучи без сознания, он попал в плен. Освободившись из плена, он вернулся в свой авиационный полк. Дослужил он до 1946 года. Затем он вернулся в свой авиационный полк. Наши земляки воевали практически на всех фронтах, защищали Москву, Ленинград, Брест, Сталинград, участвовали в битве на Курско-Орловской дуге, в битве за Кавказ. Затронули здесь и переломный момент во Второй мировой – Малгобекскую оборонительную операцию. Они хотели через Малгобек захватить нефтяные города Грозный и Баку, но благодаря защитникам Малгобека дальше Терека немецкие войска не продвинулись. Они здесь были остановлены и разгромлены. Организаторы экскурсии – региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с Назрановской детской художественной школой. Цель патриотической акции, посвященной 75-й годовщине Победы ВОВ – поведать детям, кому они сегодня обязаны мирной жизнью. Они должны знать своих героев, это в первую очередь, об их подвигах, о героях, о тружениках тыла, о всех героях, я так считаю, мне кажется, это главное. На сегодняшний день дети очень мало об этом знают. И вот мы будем организовывать еще в последующем тоже такие же акции. Дети наши будущее, депутаты, будущие главы, будущие министры, чтобы знали, помнили историю. Это проводится акция. А еще хотел бы сказать огромное спасибо гиду, она хорошо объясняла. Огромное спасибо и руководству вот этого данного музея. Многие дети в юном возрасте не совсем понимают важность этих событий, не совсем понимают, зачем им это все учить. Но когда они подрастут, и эти знания у них будут в голове, это будет очень хорошо, это будет очень правильно. И я считаю, что нужно больше таких мероприятий, больше экскурсий, больше обязательных посещений музеев. Много нового о странице самой кровопролитной войны в истории человечества узнали и воспитанники. Для них храбрость и мужество наших родных и близких – пример для подражания. Были даже женщины, которые участвовали в войне. Они помогали больным, во время войны лечили их. Наши предки – достойный народ, достойные люди. После экскурсии некоторые из ребят, вдохновленные подвигами советских солдат, не спешат домой, а садятся за парты в художественной школе, расположенной неподалеку. Каждый из них подготовил рисунок к конкурсу, приуроченному к юбилею Великой Победы. Делится, что захотелось немного дополнить свою работу. Многие стремятся запечатлеть на бумаге героев, чьи имена услышали на экскурсии. Дана Плиева, Джамалел Тамасханов, Новости 24.
Во всех населенных пунктах Ингушетии пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также состоится открытие новых соцобъектов, парков и мемориалов. 7 и 8 мая во всех муниципальных образованиях пройдут встречи с ветеранами и тружениками тыла, выставки, полевые кухни, митинги, концерты, открытие объектов, парков, скверов, мемориальных плит, спортивные состязания, патриотические акции и фейерверки. 9 мая в Магасе на центральной улице состоится главное торжественное мероприятие – Парад Победы. Для участия планируется привлечь представителей различных силовых структур региона. В общей сложности порядка 600 человек. В тот же день торжественным маршем от администрации Магаса до площади Алания к башне Согласия пройдут участники традиционной акции «Бессмертный полк». День завершится праздничным концертом. Культурный обмен. Государственный ансамбль Ингушетии готовит совместную программу с Сибирским русским народным хором в рамках абонемента фестиваля «Музыкальный мир. Россия». Зритель сможет познакомиться с традиционной культурой русскоязычного населения Сибири и при этом взбодриться экспрессией наших национальных танцев. Мероприятие пройдет в Московском международном доме музыки. Тамара Хашагульгова побывала на репетиции. Чтобы на концертах каждый раз совершалось маленькое чудо, а сердце зрителя замирало, и нужны предварительные репетиции в поте лица. Все под зорким контролем хореографа. Тамила Хаштырова в главном ансамбле республики уже 8-й год. Италия, Германия, Турция, Россия. Выездные концерты для нее дело привычное. Ведь на фестивале-абонементе «Музыкальный мир. Россия» им придется выступить на одной сцене с именитым Сибирским русским народным хором. Мы об этом мероприятии узнали буквально даже месяц назад и уже сразу начинаем подготавливаться, потому что бывают разные ситуации. Свой зритель, он тебя уже знает, то есть ты как бы находишь с ним какой-то общий язык, какая-то есть определенная нить между вами, потому что вы знаете, какой менталитет, что зритель понимает, что он видит. А за границей и, допустим, даже по России, когда мы выезжаем, то есть зритель, можно так сказать, уже более заинтригован. То есть он не знает, что мы сейчас покажем, он не знает нашу культуру. Ислам Дасхоев пришел в ансамбль практически одновременно с Тамилой, но в танцах он куда дольше. 6-летний маленький мальчик. Он даже не понимал, что хореография займет практически все его время. Сегодня он уже и не представляет себя без этого. Моей матери, ей понравились танцы, она просто взяла меня за руку и привела Центр творчества детей и юношества, ансамбль «Маленький Джигит». И в 6 лет я начал туда ходить. В общей сумме где-то 18 лет я занимаюсь танцами, но не танцами в направлении культуры. Это сейчас на репетициях они могут себе позволить танцевать не только под живую музыку. Во время концерта свое мастерство они будут показывать под аккомпанемент собственного оркестра. У нас намечается новая постановка, и вот мы готовимся. У нас подбираем мелодии, ищем мелодии. Программа расширенная будет, не один танец, а несколько. Тут, конечно, приходится выкладываться в полную, потому что там сибирский коллектив, который показал себя тоже, зарекомендовал себя с лучшей стороны. И поэтому приходится работать вдвое лучше, сильнее. А нагрузки бывают, но ребята не жалуются. Все стараются показать. За четверть века ансамбль Ингушетии успел опробовать множество помостов. В его копилке награды и кубки российских и международных конкурсов. Но каждый раз как в первый. Показывать и рассказывать об истории народа, его буднях и праздниках, о гордых красавицах и храбрых воинах через язык танца. Программа ансамбля будет состоять исключительно из ингушской хореографии. Нисар, хой, нарты, встреча у родника, рассвет в горах, ингушские парные и праздничные танцы. В первом отделении ансамбль Ингушетии отработает, во втором отделении сибирский хор отработает. Конечно, для нас это очень значимое мероприятие, потому что мы, честно, если признаться, впервые работаем на одной сцене с таким прославленным коллективом, как сибирский хор. У нас был разговор на общем собрании в коллективе, что нам надо серьезнейшим образом оттачивать свое мастерство, готовиться к этому мероприятию, что мы и делаем. В течение вот этих последних
3 месяцев отрабатываем все номера, все движения. Абонемент «Музыкальный мир России» – это настоящий фестиваль культуры народов страны. Увидеть грандиозное шоу с горячим кавказским темпераментом, охлаждаемым сдержанной культурой сибирского русского народного хора, зрители смогут уже совсем скоро в Светлановском зале Московского международного дома музыки. Тамара Хшагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24. Уже завтра в 21:00 в эфире национального телеканала смотрите еженедельную информационную программу «Новости СКФО» с Залимханом Калоевым. Судьбоносное решение, сильная держава и союз, проверенные годами. Ингушетия готовится отметить 250-летие добровольного вхождения в состав российского государства. Вирус мировой опасности, нужно быть готовым ко всему. Расскажите, кто у нас больной? Вот она. Как самочувствие? Плохо, температура, кашель, боли в грудной клетке. В Махачкале прошли учения по приему пассажиров с коронавирусной инфекцией. Между жизнью и смертью история маленькой девочки из Кисловодска. Моя дочка имеет право быть с мамой. Счастливой, спокойной. Малышка была на грани истощения. Эскалибур, Пассат, Амтрак, Репорт и Ромада – это не марки дорогих авто, а всего лишь сорта самой обычной капусты. Более 10 разных гибридов сажал на пробу и как уже показали себя на хранение. В Тибердинском районе начались посадки знаменитого местного урожая. Казнить нельзя, помиловать. В Буденновске по вине медсестры сразу несколько человек заразились ВИЧ-инфекцией. В следствии в 2018 году старшая медицинская сестра не обеспечила безопасное для здоровья пациентов проведение лечебных мероприятий. Какой приговор вынесли? Бессмертные подвиги бессмертных героев, дань уважения и бесконечного признания. Спасибо вам большое за то, что стояли, за то, что спасли. 75-летию победы в Великой Отечественной войне сотрудники госавтоинспекции навестили ветерана Камбулата Гайсанова. Об этом и не только расскажут новости Северокавказского федерального округа. И в завершении выпуска МЧС предупреждает, на территории Ингушетии в период с 16 по 19 марта ожидается резкое понижение температуры воздуха. Осадки в виде дождя и снега. Ночью температура опустится до 4, в горах до 10 мороза. Днем -1 плюс 4. В ночные и утренние часы гололедица, так что будьте осторожны. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.